Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 24 августа. Обсуждены вопросы сотрудничества и интеграционных процессов между двумя странами. В Москве прошла встреча лидеров России и Южной Осетии. Поздравления и награды в канун праздника. Работники судебной системы республики удостоены ведомственных наград. Участие примут представители 27 остинских диаспор дальнего и ближнего зарубежья. В Госкомитете информации и печати обсудили тему предстоящего съезда. В Москве состоялась встреча президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова и президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидеры двух государств подвели итоги десятилетия, прошедшего после признания. Был затронут широкий спектр вопросов, связанных с развитием социально-экономической сферы Южной Осетии, а также интеграционных процессов между двумя странами. Президент Российской Федерации напомнил, что 26 августа исполнится 10 лет со дня признания России независимости Южной Осетии. Мы все знаем и хорошо помним, с чем это было связано и как происходили эти тяжелые события десятилетней давности. Но, тем не менее, несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, республика развивается. Мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить и безопасность Республики Южная Осетия, поддержать экономически. Владимир Путин отметил хорошую динамику роста товарооборота между Россией и Южной Осетией. Растет товарооборот, причем хорошими темпами, по 24-25%. Осуществляются инвестиционные проекты, в том числе в рамках известной поддержки со стороны России. И, в общем, есть результаты. Я имею в виду, например, строительство, она, по-моему, уже введена в строй детская больница, хирургический комплекс республиканской больницы, дорожная сеть развивается. Есть и другие направления нашего сотрудничества, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства. В общем, работа идет, наверняка проблем еще больше, чем того, что удалось сделать, удалось решить, но тем не менее отношения развиваются, и республика укрепляет свое положение. Владимир Путин добавил, что Россия старается делать все возможное для обеспечения безопасности в Южной Осетии и экономической поддержки республики, и пожелал руководству и всему народу Южной Осетии благополучия и процветания. Анатолий Бибилов со своей стороны отметил судьбоносную роль решения руководства России по признанию независимости Республики Южная Осетия. Именно после принуждения к миру и после признания Республики Южная Осетия, народ Южной Осетии начал жить в другом абсолютно формате стабильности, мира и процветания. Сегодня дети Южной Осетии не вздрагивают от взрывов снарядов, сегодня идет развитие республики, и, конечно же, мы знаем, какую огромную роль вы лично принимаете в этом, и какая политическая воля была вам проявлена, когда во всех фактических событиях, происходящих в Республике Южная Осетия. Президент Южной Осетии поблагодарил российского лидера за личный вклад в укрепление и развитие государственности республики. Я имею огромную честь сегодня выразить вам слова искренней благодарности и признательности от имени народа Республики Южная Осетия за то, что сегодня в Южной Осетии спокойно, за то, что сегодня Южная Осетия развивается. Спасибо вам огромное за это. Анатолий Бибилов вручил Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву высшую награду Южной Осетии орден Уатсамунга. В указе президент Анатолий Бибилов подчеркнул, что награда Владимиру Путину присуждена в признании исключительной личной роли в отражении вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, а также в утверждении суверенной государственности Республики Южная Осетия. Орденом Уатсамунга также награжден председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в признании выдающихся заслуг в отражении агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, а также личного вклада в утверждение независимости Республики Южная Осетия.
В повестке встречи были затронуты вопросы развития двустороннего сотрудничества. Анатолий Бибилов подарил инвалидные коляски жителям республики, обратившимся к нему с просьбой оказать помощь в их приобретении. Для них это большая поддержка и радость, так как не было возможности самим решить вопрос. Семья Хугавых проживает по улице Валерия Хубулова. Мать Алексея Ирина Кудухова в начале июля текущего года обратилась к президенту с просьбой помочь приобрести им прогулочную коляску. И сегодня коляска уже доставлена. Алеша, привет. Ввиду того, что дом Хугаевых двухэтажный и комната Алексея располагается на втором этаже, глава государства распорядился об установке для него лифтового оборудования. Инвалидные коляски с электроприводом Анатолий Бибилов сегодня привез и инвалиду первой группы Светлане Гагиевой, проживающей по улице Московская. Президент выразил надежду, что 26 августа Светлана Гагиева самостоятельно доберется до республиканского стадиона на празднование Дня признания независимости республики. Получила коляску и Зоя Валиева, которая, по словам родственников, страдает сахарным диабетом и из-за болезни потеряла ногу. Глава государства навестил Екатерину Садкоеву, которая во время грузинской агрессии потеряла двух сыновей, а с декабря 2017 года практически не имела возможности выйти на улицу. Кроме того, президент дал распоряжение соответствующим инстанциям, чтобы по всем указанным адресам в срочном порядке были установлены откидные пандусы. Надо сделать какой-то типа пандуса, да, чтобы она могла отодвигаться и передвигаться. Отметим, что коляски были приобретены на средства благотворительного фонда «Единство Алании», учредителем которого является президент республики Анатолий Бибилов. Агунда Губозова, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. В канун 10-й годовщины признания независимости Южной Осетии Российской Федерации работники судебной системы республики удостоены ведомственных наград. На церемонии присутствовала и наш корреспондент Зарина Кочиева. Ведомственными наградами в преддверии 10-й годовщины признания независимости была награждена часть судей Верховного суда и работники судебной системы города и районов республики. Председатель Верховного суда Олеся Кочиева поздравила собравшихся с наступающим праздником. Каждый сотрудник судебной системы должен понимать всю ответственность и отстаивать верховенство закона. Только в таком случае можно работать на благо народа, считает Олеся Кочиева. Наша роль, наша помощь или наш вклад в развитии государства – это делать свою работу хорошо. Всегда понимать, что мы работаем для людей, но при этом соблюдая закон. Вот если мы будем это всегда помнить, у нас все будет получаться, но вместе с тем мы должны всегда понимать, что государство о нас тоже не забывает. Государственные награды еще впереди. Часть из вас будут награждены непосредственно президентом, но я сегодня хотела, чтобы кого-то я смогла выделить и отличить внутриведомственными наградами. Я думаю, что каждый из вас этого заслуживает, но при этом, конечно же, одноэтапно и одномоментно это не может произойти. Сами награжденные поблагодарили главу Верховного суда за столь высокую оценку своей деятельности и заверили, что всегда готовы работать на совесть, согласно букве закона и на благо народа республики. Очень неожиданно было и приятно получить награду в преддверии такого важного праздника не только для суда, но и для всей республики. Отметили мою работу, не только мою работу, но и работу моих сотрудников, моих коллег. Я хочу выразить благодарность. Вместе с тем я хочу поздравить народ нашей республики с наступающим праздником. Я желаю нашему народу никогда больше не увидеть войны и желаю всем крепкого здоровья и процветания. Зарина Кочиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. В поселке Ленингор проходит установка опор линии электропередачи. Далее начнется монтаж, подключение и заземление. Работа сложная, строители обещают завершить ее к концу года. С процессом на месте ознакомилась наш корреспондент Елена Гасаева. В поселке Ленингор идет замена опор линий электропередач. Масштабные работы в районах республики проводит ГУП «Энергоресурс» в рамках инвестиционной программы. В соответствии с перечнем, утвержденным правительством Южной Осетии по согласованию с Минкавказом России, планируется модернизация распределительных электрических сетей 10,04 киловатт в районах республики.
В рамках реализации инвестиционной программы на 2018 год проводим работы по реконструкции линии 0,4, 6 киловольт. В частности, вот сейчас мы проводим работы в поселке Ленигор по реконструкции сетей 0,4 киловольт. Установка опор ЛЭП производится с помощью специальной техники, благодаря которой производится бурение даже в труднодоступных местах. После начнется монтаж, подключение и заземление линий электропередач. Сложная многоэтапная работа должна завершиться к концу года. Деревянные опорные столбы давно износились и нуждались в замене. В свою очередь бетонные опоры долговечны, практичны и просты в обслуживании. За 1,5 месяца работы в поселке Ленингор уже установили более 100 столбов. Работы по замене столбов электропередач начались 2 июля. К сегодняшнему дню установили более 100 опор и около километра провели линии. Мы будем и дальше работать. Главное, чтобы своевременно нас обеспечивали материалами. За всеми проводимыми работами тщательно следят сотрудники УКС, которые регулярно приезжают и делают свои замечания. Работать сообща с надзорной инстанцией гораздо легче. ГУП «Энергоресурс». Работы идут в штатном режиме. Низковольтные линии и опоры давно нуждались в замене. Замечания, которые у нас были к производимым работам, уже устранены. Мы дальше тоже будем работать сообща, чтобы все работы завершились в установленные сроки без нарушений. Электросети в районах республики давно нуждались в замене. Особо остро эта проблема вставала в зимний период. Ветхие столбы и сети не выдерживали испытаний сильным ветром и заморозками, что часто служило причиной аварий и прекращения подачи электричества в сельские населенные пункты. Елена Газаева, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня. Состоялся брифинг председателя Госкомитета информации и печати Марии Котаевой. Обсуждалась тема внеочередного юбилейного съезда осетинского народа, который состоится 25 августа в Южной Осетии. В работе съезда примут участие представители 27 осетинских диаспор дальнего и ближнего зарубежья. Мария Котаева отметила, что съезд будет проходить один день в связи с тем, что в республике ожидается еще одно масштабное мероприятие. Всеосетинский форум будут освещать 23 югоосетинских журналиста совместно с североосетинскими коллегами. Также приедут представители 5 российских СМИ. На съезде будут рассматриваться вопросы сохранения и восстановления наших святилищ осетинских, храмов и памятных наших крепостей, башен, состояние которых, наверное, у всех наших сограждан, которые видят их, проезжая по дороге близ селения Рук, просто сердце сжимается, когда ты видишь, как год за годом эти старинные великолепные башни, они тихо-тихо оседают и рушатся. Сохранение вот этих башен, их реставрация — это первостепенное, что мы должны делать. Потому как сегодня, я не хочу конкретизировать никого, но сегодня многие перетягивают одеяло истории на себя и строят все заново, выдавая это за древние культурные объекты. В то время как у нас все это было веками, много веков тому назад, и мы не можем, просто не имеем права, чтобы они исчезли. В здании Государственного драматического театра имени Кустахи Тагурова полным ходом идет подготовка к 10-му съезду делегатов Международного общественного движения «Высший совет осетин». Уже завтра, 25 августа, сотни гостей съедутся в республику для обсуждения насущных проблем осетинского народа. Артисты и музыканты проводят последние репетиции перед ответственным концертом, который они готовят для делегатов съезда. Концертная программа обещает быть насыщенной. В ней примут участие госансамбль песни и танца Южной Осетии «Симт», музыканты Григорий Таттаев и Сармат Кабисов, Анисим Дзаттета, приглашенные гости из Северной Осетии. Организаторы Всеосетинского съезда для всех делегатов подготовили сувениры. Полное содержание подарочного пакета пока не раскрывается. Ежегодно жители села Адмейнис вспоминают светлые имена бойцов, отдавших жизни за свободу и независимость Южной Осетии. Здесь героям установлен памятник. Сельчане отмечают, что это по-настоящему праздник со слезами на глазах. И сколько бы времени ни прошло, память о защитниках будет жить в сердцах вечно.
Вот уже 10-й год жители села Дменис собираются около памятника погибшим во время грузинской агрессии, чтобы отметить День признания независимости республики. Работники детского сада считают своим долгом учить своих воспитанников патриотизму с раннего возраста. Все должны помнить дату, которая имеет столь важное значение для нашего народа, считает организатор мероприятия, директор Дома культуры Ануси Икаева. Мы не имеем права забывать наших героев. Все должны помнить и чтить их память. 26 августа большой праздник. Мы должны отметить его достойно. Спасибо нашим парням, спасибо Великой России за свободу и признание. 28 человек с этого села сложили свои головы за независимость родной страны. Благодаря им сегодня мы отмечаем этот праздник. Минутой молчания почтили память погибших в Грузино-Осетинской войне. Прошло ровно 10 лет со дня признания независимости. Это очень важный для нас день, по-настоящему большой праздник. Мы долго шли к этому дню и понимаем, как хорошо жить в свободной стране под мирным небом. С праздником нас всех! Была подготовлена настоящая праздничная программа. Стихи и песни про родину и независимость особо трогательно звучали из детских уст. Слова благодарности прозвучали и в адрес воспитателей дошкольного учреждения. Спасибо всем за такое мероприятие. И воспитатели, и воспитанники детского сада большие молодцы. Пусть все наши дети растут под мирным небом. Я поздравляю всех, всю нашу Осетию с этим воистину большим праздником. Хочу выразить огромную благодарность Икаевой Анусе Антоновне и нашим дорогим воспитателям за то, что они очень хорошо подготавливают наших детей ко всем праздникам. Большое спасибо также всем, кто принимал участие в этом, нашим детишкам, конечно же, и нашему селу Дмениси. Хочу поздравить нашу республику с Днем независимости. Долго еще звучали мелодии осетинских песен. Звонкий детский смех разносился далеко по селу. Здесь отмечали День свободной и мирной жизни, День признания нашей государственности. Анжела Кокоева, Регина Черткоева, Айда Кочева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня после вечерних новостей ОБОН смотрите специальный репортаж, посвященный торжественному открытию Госдрамтеатра. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Международный турнир по единоборству К9, посвященный 10-й годовщине признания Российской Федерации независимости Республики Южная Осетия, состоится в Цхинвале. В рамках турнира пройдут 10 профессиональных поединков между представителями бойцовских клубов и служащими различных силовых структур Южной Осетии и России. В главном бою за Кубок президента Южной Осетии будут бороться представители Государственной службы охраны и отряда милиции особого назначения Алан Кочиев и Азамат Тедеев. Турнир пройдет в воскресенье во Дворце спорта «Олимп». Начало в 19 часов. Решили провести вот такой турнир с участием сугубо бойцов профессиональной лиги К9. Но будут участвовать два наших, Кочиев Алан и Тедеев Азамат. Они будут участвовать в финальном бое на Кубок президента республики. Мы обозначили, что ребята тоже поучаствовали в этом именно на приз президента. Вот. Ну, в принципе, насколько я занимаюсь подготовкой проведения этого турнира и насколько я уже осведомлен о Федерации К9, думаю, что все-таки это будет захватывающе. Для нас большая честь провести чемпионат по единоборству К9 в этой замечательной республике Южная Осетия. Тем более, что такой будет большой праздник. Это 10-я годовщина признания Южной Осетии как государства Алания. Поэтому мы проводим мероприятия в рамках укрепления отношений между Россией и Южной Осетией. Будут выступать ребята из профессиональных бойцовских центров. Специально они прилетят сюда, в Южную Осетию. И также будут военнослужащие различных подразделений специального назначения. Выступать, представлять не только свою страну, но и также будут представлять свою силовую структуру. Далее узнаем прогноз погоды на завтра, 25 августа.
Завтра по всей республике ожидается ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 27, ночью плюс 18. В Заурском районе днем плюс 26, ночью плюс 15. В городе Квайса днем 29 градусов тепла, ночью плюс 17. В Ленингорском районе республики днем плюс 28, ночью плюс 17. В столице республики в Цхинвале днем 28 градусов тепла, ночью плюс 18. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ирина Джоева, желаю вам всего доброго и до свидания.